Смотрите новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Ростуризм разработал меры поддержки туроператоров для минимизации последствий от ограничений на полеты в Турцию и приостановки авиасообщений с Танзанией, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Дагузова. По ее словам, речь идет об отмене взносов в резервный фонд, а также сокращении и отсрочке по уплате взносов в персональные фонды туроператоров, которые функционируют на базе Ассоциации «Турпомощь». Кроме того, Ростуризм изучает возможность субсидировать туроператорам вывозные рейсы из Турции и Танзании, добавил глава Ростуризма. Единая дальневосточная авиакомпания может получить более 50 миллиардов рублей из бюджета на субсидирование авиаперевозок по новым направлениям в 2021-2025 годах. Так, 2 миллиарда 600 миллионов рублей планируется выделить для авиаперевозок по новым маршрутам в этом году, 7,5 миллиардов рублей в следующем, 9,5 миллиардов рублей в 2023, почти 14 миллиардов в 2024 году и еще 16 миллиардов 800 миллионов в 2025. Уточняется, что в эти объемы не включены действующие субсидии из бюджетов регионов Дальневосточного федерального округа, размер которых составляет 4 миллиарда рублей каждый год. В России создадут единую платформу для центров занятости на базе портала «Работа в России», благодаря которой они смогут предлагать соискателям вакансии по всей стране, а максимальное число услуг будут оказывать в электронной форме. Как пояснили в Минтруде, уже сегодня на портале «Работа в России» соискатели могут зарегистрировать свое резюме, но бизнес-процессы внутри самих центров занятости пока выстроены на разрозненных IT-платформах. Нововведение позволит им обмениваться данными, планировать привлечение трудовых ресурсов, анализировать ситуацию на рынке труда. В связи с этим работодателей со среднесписочной численностью работников свыше 25 человек обяжут размещать на единой цифровой платформе информацию о потребностях в работниках и об условиях их привлечения, о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, специальных рабочих мест, оборудованных для работы инвалидов. Гражданам, чтобы встать на учет в качестве безработного, не придется предоставлять в центры занятости ряд документов. Например, в большинстве случаев не потребуются сведения из трудовой книжки и справки о среднем заработке, поскольку эта информация хранится в электронных базах различных ведомств. По этой же причине некоторые услуги смогут предоставляться соискателям проактивно, то есть без непосредственного обращения за ними. Российские банки в прошлом году вернули своим клиентам 1 миллиард 100 миллионов рублей, потерянных в результате действий кибермошенников, следует из материалов Центробанка. Всего же, по данным регулятора, потери россиян от действий кибермошенников в прошлом году составили почти 10 миллиардов рублей, что в 1,5 раза больше по сравнению с годом ранее. Центробанк отмечает, что банки не возвращают деньги в случае нарушения клиентам условий договора, предусматривающих необходимость сохранения конфиденциальности платежной информации. Крупнейший интернет-магазин России Wildberries решил запустить продажи на рынке США. Для американской аудитории появился отдельный интернет-магазин и стали доступны мобильные приложения. Сайты и приложения работают на английском и русском языках. США оказались 14-й страной присутствия компании, которая теперь станет конкурировать с Amazon на американском рынке. Доставка товаров будет осуществляться с помощью логистических партнеров. Все товары покупателей Wildberries из США смогут получить с помощью курьерской доставки на дом или в офис. Продажи компании за пределами России по итогам прошлого года увеличились на 95% до 24 миллиардов рублей. Самыми востребованными у зарубежных покупателей стали одежда, косметика, книги и обувь. Прокуратура Мигино-Кангаласского района ведет надзор за ценообразованием на социально значимые продукты питания. Прежде всего берут в учет жалобы, поступающие от населения. Репортаж Артура Старостина. В соответствии с действующим законодательством, цены на основные продукты питания не должны превышать установленных решением органа местного самоуправления в процентном соотношении закупочной цены. Зачастую население часто задается вопросом по ценообразованию в продуктовых магазинах. Цены тут разные все. В одном магазине одни, в другом другие. Нет конкретных цен на определенные товары. Цены устанавливаются именно в зависимости от закупочной цены в процентном соотношении, то есть за сколько предприниматели, продавцы покупают именно продукты питания за пределами. То есть если они купили за какую-то стоимость, оттуда уже идет как бы в процентном соотношении, не должно быть выше скольких-то процентов. А теперь более подробно. Постановлением главы Мигино-Кангаласского района на основные продукты питания цены не должны превышать более 20-30%.
Например, если сливочное масло привезли из-за пределов нашего района, то оно не должно превышать 20% от закупочной стоимости. Но это в доступных населенных пунктах, как, например, в магазинах Нижнего Вестяха. А если она продается в труднодоступных наслегах, то процент превышается до 30%. Также на другие социально значимые продукты, исходя от того, что откуда привезли. Продукты мы закупаемся, привозим из заводов, у нас есть контракты, являемся официальными дистрибьюторами макаронной фабрики, муки. Прокуратурой района по поступившим сигналам от населения в феврале этого года в ходе проведения проверки в торговом центре «Азия» были выявлены факты превышения установленной розничной торговли надбавки на ряд социально значимых продуктов. Мы это все сделали нормально, все поставили хорошо, все государственные проценты мы уже составляем все на свои. Также районной прокуратурой принимаются меры реагирования при выявлении нарушений ценообразования, и потому регулярно проводимые аналогичные проверки магазинов дают положительные результаты. Необходимо отметить, что важную роль в выявлении нарушений в части регулирования цен на основные продукты питания играют потребители. Если, по вашему мнению, вы столкнулись с необоснованным повышением цен в продуктовых магазинах, то вы можете обратиться с заявлением в прокуратуру или администрацию района. Артур Старостин, Мигино-Кангаласский район. К этому часу пока все новости. Будьте в курсе экономических событий на Якутия-24.